Сегодня мы будем обсуждать ситуацию с политзаключенными в Таджикистане. Организатором данного мероприятия является партия Исламского Возрождения. И нашими выступающими сегодня будут господин Дагир Хасауов, адвокат Российской Федерации, и политические активисты Алим Шерзамонов, заместитель председателя партии, Социал-демократической партии Таджикистана, и Тимур Варки, известный журналист, поэт. Я буду вашим модератором. Меня зовут Мухиддин Кабири, председатель Исламской партии Возрождения Таджикистана. Спасибо ОБСЕ, прежде всего ОДИР или БДИПЧ, за предоставленную возможность. Наверное, это пока единственный, к сожалению, единственный уникальный случай, когда представители различных государственных структур, гражданского общества, дипломатического корпуса, средств массовой информации могут за одним столом в одном помещении обсуждать актуальные текущие вопросы, касающиеся всех государств и граждан, которые проживают на территории ОБСЕ. Одна из задач данного мероприятия как раз заключалась в том, чтобы собрать здесь как можно больше представителей различных госструктур, средств массовой информации, правозащитных организаций, а также политических активистов для того, чтобы обсуждать очень актуальную и, на мой взгляд, несправедливо забытую тему, как тема политзаключенных в Таджикистане. Надеюсь, что в зале присутствуют представители официальной делегации Таджикистана, представители других делегаций, и у нас будет возможность конструктивно обсуждать, обмениваться мнениями и найти выход из сложной ситуации, как помочь Таджикистану, как помочь политзаключенным, их родственникам. И задача этого мероприятия ни в коем случае не заключается в том, что кого-то односторонне обвинять, а наоборот попытаться найти или вырисовывать ту реальную картину, которая на самом деле есть. Мы надеемся, что также будем услышать мнение разных сторон, не только выступающих, но и официальных структур, если они есть. Я думаю, что это уникальная возможность вести неофициальный диалог между различными представителями таджикского общества, обсуждать наши общие проблемы. Тема политзаключенных в Таджикистане, она не новая. В прошлом году в рамках ежегодного совещания по человеческому измерению ОБСЕ оно было обсуждено. И в этом году мы также считали это необходимо еще раз поднять, поскольку ситуация особо не менялась в Таджикистане. Если менялась, то, к сожалению, не в лучшую сторону. Еще до сентября 2015 года, когда были арестованы более 50 лидеров и активистов партии Исламского Возрождения, еще до этого момента в Таджикистане феномен политических заключенных, он существовал. Хотя бы еще раз напомнить такие имена, как Махмадуллиз Скандаров, лидер демократической партии, который был осужден на 23 года. Зайд Саидов, лидер партии «Новый Таджикистан», который был осужден на 26 лет. Шухрат Кудратов, по-моему, заместитель председателя Социал-демократической партии, адвокат. И все они были осуждены еще до сентября 2015 года только за свои политические взгляды, за свою гражданскую позицию. Но после сентября 2015 года ситуация менялась в худшую
в трагическую сторону, и незаконно, без оснований и без справедливых судебных решений были заключены в тюрьмах более 50 человек из состава, руководящего состава нашей партии, а в целом всех политзаключенных только из политических партий в Таджикистане не менее 200 человек. Два моих заместителя, они осуждены на пожизненный срок, а все остальные члены политсовета партии получили от 20 до 30 лет. Я хочу заметить, что тема политзаключенных в Таджикистане, она, как уже сказал ранее, очень несправедливо забыта. И международное сообщество сегодня занято в основном такими горячими точками, как Сирия, в целом Ближний Восток, Украина, сегодня, к сожалению, Мьянмар. Но Центральная Азия в целом, и Таджикистан в частности, слишком далек от геостратегических интересов различных крупных международных игроков, также международных организаций. И все одним голосом говорят, что мы вас прекрасно понимаем, у вас есть проблемы, но вы немного далековато от нас. И таджикский народ, к сожалению, стал заложником своей географической, политической и геополитической ситуации. Я думаю, что международное сообщество должно обратить на это внимание. Очень надеемся, что в рамках этого мероприятия мы будем услышать также мнение международных организаций. И последнее, надеюсь, что мы успеем опять сегодня обсудить, вдобавок к теме политзаключенных. Я бы хотел отметить еще или поднять вопрос политических заложников, которые есть в Таджикистане. К сожалению, число с каждым днем растет. Политические заключенные, они, Таджикистан не единственная, к сожалению, страна, где есть политзаключенные. Но пока сегодня я не вижу другой страны в мире, где власть держит в качестве заложников своих граждан, в основном женщин и детей, для того, чтобы давить на политических активистов, на оппозиционеров. И для того, чтобы не быть голословным и не говорить без фактов, я могу привести пример из своей семьи, когда две мои невестки с моими внуками, все они маленькие, они не имеют права не только покидать страну, документы отобраны, они не имеют права даже общаться с родителями, не имеют права общаться с мужьями, не имеют права получить от них финансовую помощь. Любая связь, любой контакт рассматривается как связь с преступниками и будет чревато серьезными последствиями. Единственный случай, когда они могут контактировать с родными, это когда спецслужбы заставят их, дают им номера, чтобы они передавали угрозы. Чтобы или попросили, поплакали, что вы, пожалуйста, думайте о нас, здесь на нас давят, отбирают все, и не участвуйте, не принимайте участие в каком-то мероприятии. Только в таких случаях. И тут возникает совершенно абсурдная ситуация. Людей заставляют, чтобы они передавали эту информацию или угрозу родственникам, но в то же время у них отбирают все, или угрожают, что если будет какой-нибудь контакт, они попадут под статью как связь с преступниками. Буквально позавчера я только узнал опять от своих родственников в Москве, в России, что мой брат Сафар Али Кабиров в течение 3 дней он был в распоряжении спецслужб, хотя уже 2 года, более 2 лет у нас нет никакого контакта, и у него, оказывается, уголовное дело готово, и ему сказали, что если данное мероприятие будет проведено,
и ваша семья, ваш брат или его сын Мухаммаджон Кабиров будет участвовать, то есть у тебя есть готовое дело, и можешь потом жаловаться только на своих родственников. И представьте себе, что как в таком случае, в таких ситуациях, как они должны вести себя. С одной стороны, они под угрозой, с другой стороны, они не имеют возможности контактировать с нами. Передают эту информацию через дальних родственников, через Россию, через Турцию. И информация доходит до нас слишком поздно. Я не уверен, что после проведения этого мероприятия, что будет с нашими родственниками. Но поскольку программа или мероприятие было уже запланировано, мы, исходя из уважения к гостям, к ОБСЕ, да и к той оргруппе, которая проделала немалую работу, мы все-таки решили провести и участвовать на этом мероприятии.